Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! А также поздравляю всех православных христиан с великим воскресением Господним. Христос воскрес, мои хорошие, воистину воскрес. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: неожиданные и резкие события на будущей неделе. Что ждет, что будет. Загадайте, пожалуйста, на себя и на события будущей недели. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какие у вас тут интересные птички. Вот и вот, видите? Хорошенькие такие. Так, ну давайте разбираться. Давайте начнем с этой парочки. Два человека, которые вот просто как из-под земли вырастут. Тут либо встреча с этими людьми, либо разговор какой-то состоится. Люди обладают либо какими-то знаниями, либо какой-то специфической информацией, либо могут вам оказать какую-то уникальную помощь. Здесь этих людей сами небеса ведут к вам, ведут вашу жизнь. Здесь как будто бы вы нуждаетесь в чем-то, в помощи, в информации, в поддержке, в каких-то специфических действиях. И вот небеса ведут людей, которые могут помочь. Их будет двое. Либо они сразу вдвоем, да, вот встреча с двумя, либо с одним встретитесь, потом с другим человеком встретитесь. Но эти люди, они к вам будут расположены, к вам они будут открыты. И чем смогут, тем и помогут. Здесь не будет какого-то там отношения предвзятого, либо не будет какой-то прайс вам выставлен. Нет, наоборот, люди и поймут, и захотят, и помогут. Очень хорошее событие. Возможно, вы давно небеса просили об этом событии, либо в принципе загадывали, вот если бы кто-то нашелся, помог, поддержал, подсказал. Вот сразу двоих вам небеса отправляют. Так, и еще у кого-то из вас состояние качки закончится. Ну, понимаете, да, нет стабильности в жизни, постоянно то в одну сторону, то в другую. И у вас центр тяжести, он постоянно в каком-то смещенном состоянии находится. Кстати, еще головокружение. Если вы страдали головокружениями, это тоже сюда. Да, вот это заканчивается. Вы как начинаете ощущать под ногами твердую почву. Уверенность в себе появляется, какое-то болезненное состояние уходит, состояние тревожности уйдет. Не могу сказать, что конкретно произойдет, да, потому что вы все слишком разные. Если это какая-то физиологическая особенность, да, либо состояние вашего здоровья, да, физического здоровья, то, скорее всего, какие-то медикаменты и медицинская помощь. Если это какие-то тревоги, переживания, то опять же таки, да, что-то наладится, урегулируется, станет на свои места. Но вот качка, она уходит, проходит, и вы стоите на ножках, на своих ногах, крепко стоите на твердой почве. И от этого вам хорошо и радостно. Так, еще для двоих начинается новый этап, либо новый период жизни. Двое о чем-то смогут договориться. При этом я еще вижу у женщины в руках молодой месяц с лицом. Ну, молодой месяц с лицом — это явно молитвы, это заговоры, это ритуалы. Да, вот что-то вы, девочки, применяли такое вот прям мощное, действенное, и оно начинает работать, оно начинает давать свои результаты. Ну, в принципе, это логично, да, потому что обряды, ритуалы, заговоры, они имеют накопительную силу. Чем больше вы это делаете, чем регулярнее вы это делаете, тем результат он и лучше, и мощнее, и опять же долгосрочнее. Вот вижу, что два человека прям рядом, перед ними новая дорога открывается.
Может быть, что-то не получалось в отношениях, может быть, ссорились, может быть, общего языка не имели. Вот. Но благодаря вам и вашим действиям, либо вашим молитвам, все здесь налаживается. Так, еще образ человека, который, не знаю, какие-то дает распоряжения, как молнии в людей кидает. Может быть, это грозный начальник, может быть, это какой-то управляющий, не знаю, какой-то компании, может быть, гослицо, да, ответственное лицо. Человек, который славится грозным характером, требованиями, и вот с людьми разговаривает очень строго. Вот его все боятся, либо ее все боятся. Может быть, это женщина. Смотрите, вопреки тому, что установилось, да, между вами и этим человеком, либо в принципе этим человеком и всеми людьми, именно на будущей неделе ждите от этого громовержца хорошие слова в свою сторону, либо хорошие поступки. Да? Человек будет не кричать, а улыбаться, разговаривать таким добрым, приятным тоном. Возможно, этот человек что-то для вас делает, либо даст. Да? Вы в таком напряжении думаете, ой, сейчас опять не достанется. А все будет совершенно наоборот. Человек расплывется в улыбке, человек там, не знаю, обнимет, может быть, да, либо по плечу похлопает, что-то хорошее, положительное скажет и сделает. Это будет невероятно. У вас, возможно, от восторга даже немножко голова закружится. Ну, видите, что идет, то идет. Слава Богу, да, слава Богу, что все меняется. Так, вот эти две птички. Опять же, у кого-то это вы и ваш любимый человек, да, и вы на правильном пути к созданию гнезда, да, вы сближаетесь, вы на одной волне, вы занимаетесь одним делом. А у кого-то отыграется знакомство с человеком, подобным вам. Опять же, с такими же мыслями, с такими же надеждами, с такими же мечтами, с таким же восприятием мира, чувств, эмоций, семьи. Что-то невероятное. Смотрите, птички очень друг на друга похожи. И они друг на друга смотрят. Да, посередине у нас большое гнездо. То есть желание, да, одинаковый посыл, одинаковый мотив. И еще для пары. Здесь, кстати, гнездо, и рядом большая змея. В гнезде лежит яйцо. И змея, как будто бы это яйцо скушать хочет. Да? Две птички одновременно будут защищать свое гнездо, будут защищать свое яйцо. Опять же, да, перед лицом каких-то неприятностей, либо какого-то неприятного человека тоже, вот знаете, как единым фронтом сближение идет. Невероятно мощная картинка, которая вот все ставит на свои места. Да? Вы пара, вы созданы друг для друга, у вас одинаковые мотивы, вы защищаете свое будущее, вы защищаете свою семью, либо будущую семью, как бы дружно сработаете. И еще по этим птичкам у кого-то так и отыграется защита не только ангелов, но и духа вашего рода. Здесь род, ваш род, духи вашего рода наравне с ангелами, ангелы-хранители, небесные покровители вместе защищают вас, защищают ваш дом, ваше детище, может быть, даже ваш бизнес, вашу работу и также ваших детей от какой-то змеи. Не дают плохому случиться. Кстати, на будущей неделе у особо чувствительных либо одаренных моих зрителей будет много снов, вещих снов, предупреждающих снов, открывающих истину, вскрывающих самые страшные и непонятные тайны вашей жизни. Будьте внимательны, запоминайте ваши сны, по крайней мере, впечатления, да, ощущения от сна запоминайте. Вот вижу, что да, прям такой мощный канал у вас открывается. Обычно так оно и бывает, да, после серьезных праздников, религиозных праздников, когда люди объединяются в общем эгрегоре, такое происходит. А если человек очень чувствительный, он прям в волну в эту попадает, и прям канал, да, в канале находится. Если вы практикуете, это очень хорошее время, чтобы получить очень много информации, нужной и важной, ценной информации. Еще вижу много общения. Вот общение идет
личное общение, может быть, в телефоне, благодаря связи телефонной, может быть, в интернете, да, очень много разговоров будет. Разговоры. И каждый разговор в своем ключе имеет какой-то вес, да, либо имеет какое-то значение. Это не пустые разговоры, там везде есть рациональное зерно. Да, будьте повнимательнее. Очень много-много ценного идет, много ценной информации, много подсказок, опять же, да, и через сны, и через личное общение. Будьте повнимательнее, ничего не упускайте. Здесь человек перед вами снимает шляпу с левой стороны. Ну, либо признает вас, да, либо перед вами извиняется. С левой стороны очень это будет неожиданно. Сам этот персонаж очень неожиданный. Может быть, вообще вы об этом человеке не думали, либо не рассчитывали не видеть, не встречать, может быть, благополучно забыли. А человек вас помнит, и человек вот прям целенаправленно идет к вам, чтобы перед вами снять свою шляпу. Ну, вижу, что вы этого достойны, да, чтобы человек перед вами извинился, либо что-то признал, да, вас признал, ваши мысли, ваши идеи. Но это будет интересно. Еще что-то будет разделено, причем не поровну. Вам либо удастся заполучить большой куш, либо кто-то, да, ошибется и вам дадут больше, чем положено. Смотрите, это нормально, это законно. И то, что так произошло, либо так получится, ну, так высшие силы задумали. То есть вам по высшей справедливости действительно должен достаться лучший кусочек, либо больший кусочек. Вот. Принимайте и будьте спокойны. Так решили высшие силы. Если кто-то ошибся, то человек ошибся не случайно. Если у вас получилось взять там лучшее, большее, это тоже не случайно. Так решили высшие силы. Вот такова воля высших сил. Вы действительно этого достойны, вы действительно это заслужили. Пусть совесть вас не мучает, все в порядке. Все в порядке, все хорошо. Так, очень худой гусь. Громко кричит. Ну, гусь обычно к работе. У вас он очень худой. Ну, либо придется выйти поработать, либо это какое-то предложение по работе. Не очень такое, знаете, желанное, либо не очень перспективное, но тем не менее есть. Громко как-то, громко будет об этом заявлено, либо в какое-то неурочное время вы получите это приглашение там поработать, выйти на работу. Ну вот гусь, громкий гусь. Он худой, но громкий. Если вам будут предлагать выйти в неурочное время, знаете, что вам особо там ничего не заплатят. Да? Пойдете просто на работе посидите, никаких ни надбавок, ни прибавок, ничего не будет. Даже, возможно, и спасибо не скажут. Но, тем не менее, будут настоятельно уговаривать. Вот имейте это в виду. Понятно, что вы человек обязательный, но есть вещи, которые вот они как неблагодарные считаются. Да? Вы вроде идете навстречу, помогаете кому-то, а вам даже спасибо за это не говорят, чтобы потом не обижались. То есть я вас предупредила. Могут быть такие моменты. Так, еще мне показывают очень добрую женщину, которая о вас ну, как-то заботится, либо переживает и заботится. Не могу сказать, кто она вам, но эта забота вас в какой-то момент может немножко тяготить. То есть вы себя можете почувствовать как обязаны, то есть вы не захотите от нее что-то принимать, либо как избегать даже будете ее. Может быть, она будет навязчива в своей заботе, в своей помощи. Не обижайте эту женщину, она действительно хорошая, она действительно добрая, и ей не нужна ваша благодарность. Вот это ее порыв души, что-то для вас делать. Так, окно. Почему-то показывают, что нужно закрывать окна. Закрывайте окна. Закрывайте. Важно окна держать закрытыми. С правой стороны. Ну, я так понимаю, это окна вашего дома, окна автомобиля. Проверяйте, закрывайте, чтобы не случилось какой-то неожиданности. Ну, либо кто-то влетит, либо что-то влетит. Да? Пусть лучше будут закрыты. По крайней мере, в эту неделю. Ну, вот постарайтесь, проследите.
Если вы привыкли с открытым окном спать, то тоже постарайтесь держать закрытым окно. Вот четко показали. Не могу сказать конкретно, что это, но надо окна закрывать. Так, глаза. Кто-то за вами долго пристально следил, наблюдал. Пристально следил, наблюдал. Вы узнаете о том, кто наблюдал. И главное, узнаете причину, почему наблюдал. С правой стороны идет. Ну, значит, неплохое, значит, хорошее. Вам как открывается эта тайна, вы узнаете. Конечно, немножко будете в шоке, но тем не менее. Плохого здесь нет. Это с правой стороны вышло. Левая сторона. Мужчина. Мужчину как выгуливает какая-то женщина. Она его держит как на поводке. Он к вам хочет, но она его держит на поводке. Здесь ключевой именно поводок идет. Может быть, вы на мужчину обижались, да, за то, что он там с другой женщиной, а не с вами. Но вам в эту неделю суждено узнать, что он у нее на поводке. Да, возможно, она его чем-то к себе привязала. Да, возможно, она его чем-то шантажирует. Вот вы увидите этот поводок. Для вас это будет большим открытием и большим шоком, что есть поводок, который не пускает этого мужчину к вам. А женщина очень, так знаете, сильно держит этот поводок и натягивает его постоянно, причиняя, кстати, мужчине боль. Так. Какой-то отказ идет. Не хочу вас, конечно, расстраивать, но это жизнь, да, все бывает. Ситуация, в которой вы 100% уверены, и вы думаете, ну, как бы все, дело сделано, все будет хорошо. Почему-то идет отказ. Отказ. Вам скажут нет, либо что-то не сделать, либо не позволят сделать. Я не вижу здесь чего-то негативного. Здесь больше как ваша невнимательность. Что-то вы либо не сделали, может быть, какое-то условие не выполнили, либо были самонадеяны. Ну, такое иногда бывает. Вот вижу, что получите слово «нет». Вам будет неприятно. Неприятно. Но опять же, это жизненный опыт, это наука. В следующий раз либо все условия соблюдайте, либо как не надейтесь на авось. Да? Вот вижу, что будет «нет». С левой стороны очень неожиданно это будет «нет». Так, мужчина куда-то будет собираться, спешить, весь дом переворачивать. Спешка у мужчины. Куда-то ему нужно попасть, быстро куда-то доехать. Вы этого мужчину успокойте, либо дайте ему успокоительное, ему спешить нельзя. Нельзя, потому что он у вас такой, знаете, немножко невнимательный, либо очень такой, знаете, гиперответственный. Эта спешка может ему навредить. Навредить. Вот так идет. Не давайте мужчине спешить. Вот, это очень важно. Так, и еще неожиданно. Я вижу огонь, который разгорается вокруг какой-то женщины. Женщина, она как в огненном кольце находится. Женщина, кстати, не молода, такого, знаете, среднего возраста. С левой стороны она пытается тушить этот огонь, а он все больше и больше разгорается вокруг нее в огненном кольце. В огненном кольце. Но вот здесь заслуженное огненное кольцо. Это какие-то проблемы. Проблемы с законом, скорее всего. Закон. Ну, за кого-то крепко возьмутся. Для вас это будет крайне неожиданно, но крайне интересно, да, что вот эта женщина наконец-таки попала в это огненное кольцо. С любопытством будете наблюдать. Жаль, подробностей будет мало, но тем не менее, само это явление уже на вас очень позитивно влияет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.